Проблема йододефицита в республике существует и представляет потенциальную угрозу для здоровья населения. Такое заключение сделало Министерство здравоохранения Республики Абхазия по результатам обследования детского населения и беременных женщин в стране, осуществленное с участием ЮНИСЕФ и Ассоциации медицинских работников. Нехватка йода снижает интенсивность энергообмена в организме. В результате он слабеет против инфекций и опухоли, хуже выводит шлаки. В сосудах накапливается холестерин, увеличивается вероятность развития инфарктов и инсультов. У детей из-за йододефицита может затормаживаться общее развитие, ухудшаться слух, способность учиться. Несколько месяцев нами ведется работа совместно с Детским фондом ООН по проблеме йододефицита. Проведен определенный анализ, в результате которого мы можем смело утверждать, что в Абхазии эта проблема есть. То есть дефицит йода у нас в пищевом рационе. Соответственно, он отражается, естественно, на содержании йода в крови в организме. И особенно это влияет на детский возраст, на беременных женщин. Замминистра здравоохранения Баталкация развеял мифы о содержании достаточного количества йода в тех или иных фруктах. И в частности о том, что жители приморских стран не могут страдать от йододефицита. У нас существует очень много мифов, связанных с тем, что мы живем на берегу моря, и поэтому у нас этой проблемы быть не может. Якобы в воздухе содержится йод. У нас есть такие фрукты знаменитые, как фейхоа и другие, которые содержат йод. На самом деле, к сожалению, это мифы. Содержание в них йода не отличается по концентрации ни от каких других фруктов. Проблема йододефицита актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире. В разных странах разрабатываются различные программы профилактики, а также способы решения этой проблемы. По результатам исследований выяснилось, что наиболее эффективным из них является добавление йодированной соли в пищу, в особенности в хлебобулочные изделия. Некоторое время назад представители Министерства здравоохранения Абхазии поехали в Беларусь, чтобы ознакомиться с технологией выпечки хлебной продукции и кондитерских изделий с использованием йодированной соли. В состав рабочей группы вошли врачи профильных специальностей, а также руководитель Пицунского хлебозавода Роман Бения. Были мы на хлебозаводе, но они выпускают 50 тонн в сутки хлебобулочных изделий. И они добавляют йодированную соль. Единственное, когда они добавляют, они делают ручные торты. Там малое количество, там это как бы, а в хлебы, в сушки, в баранки, все, что остальное они делают, они добавляют эту йодированную соль уже 15 лет. Добавление йодированной соли никак не повлияло на ценовую политику хлебобулочных изделий в Республике Беларусь, так как соль там производится непосредственно в самой стране. У нас в республике ситуация обстоит иначе. Йодированную соль придется закупать. В первую очередь, я думаю, нам нужно будет начать узнать, какова ценовая политика, да, стоимость 1 килограмма и вообще в какой концентрации добавляется это в производство. То есть в таком же количестве, как и обычная соль, либо больше или меньше. А потом уже определиться с затратами, определить себестоимость. Повлияет ли поставка йодированной соли на цену хлебобулочных изделий? Вопрос пока не решенный. Им будут заниматься соответствующие ведомства. Специалисты тем временем настоятельно рекомендуют полностью заменить обычную соль на йодированную. На Алакове, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение.